Я продолжаю писать карту дня на 9 января. Смотрим следующие 6 знаков зодиака от весов и до рыбок. Если вы зашли на это видео, а вам нужны первые 6 знаков, здесь их нет. Они у меня в первой части. На первую часть вы можете найти, есть несколько вариантов. Первый вариант – это зайти на мой канал Таро Дома, да, то есть там вы найдете. Второй вариант, вы можете оставить запрос в комментарии, я вам оставлю ссылочку. И третий, самый легкий вариант, это под этим видео внизу, если вы прокрутите, вы найдете ссылочку. Там написана ссылка на первую часть. То есть это легко и быстро сделать. Так, и мы смотрим дальше. Весы, 9 января. События дня, понедельник. Покажите мне, что ждет весов в понедельник. Обман, смотрите, выпадает маска. Вас могут обмануть, поэтому будьте осторожны и внимательны. Бабочку нельзя. Разлука, чемодан. То есть какое-то событие, связанное с чемоданом. Обычно это мы там встречаем кого-то с чемоданом, провожаем, сами уезжаем. Радость, хорошее настроение. Интересно ложится рядом с обманом. Обман, радость. Иногда проигрывается, что мы обманываем. Может быть, даже не специально. Может быть, вы обманете кого-то, да, и будете довольны. Ссору нельзя. Змея. Общение с человеком-змеей. То есть этот человек может быть для вас опасен. Болезнь, плохое самочувствие, тема здоровья, посещение медучреждения, тоже это вот все может идти по черепу. Возможно, змея это врач. Часто змея на врачей указывает. Ну, врач, медсестра, не знаю, какой-то специалист, связанный с медициной. Горизонтали, вертикали нет. У вас получается, выпадает обман, выпадает разлука, расставание, хорошее настроение, радость, общение с, скорее всего, наверное, это доктор, не знаю, медсестра, доктор. И будете заниматься в этот день своим здоровьем. Карты показывают. Ну, вот такие вот события у вас. Главное избежать обмана в этот день. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпионам. Так, скорпионы. Девятое января. Понедельник. События дня для скорпионов. Солнышко, хорошее настроение показывает у вас будет в понедельник. Будете довольны с утра. Конверт. Что-то можете получать в этот день. Это может быть какая-то бумага, да, то есть получение документа, получение какой-то справки, получение денег, получение посылки. Может быть, от этого и хорошее настроение.
Еще исполнение желания, цветочек выпадает. Какой-то понедельник очень хороший день. У многих выпал цветочек, а он вообще крайне редко выпадает. Посещение госучреждения. Возможно, в госучреждении вот будет получение. Успех нельзя. Минус рыба. Рыба показывает хитрость, обман, да, то есть какие-то уловки, манипуляции. Поэтому тут надо быть осторожными. По рыбе всегда нас пытаются обмануть. И болезнь, тема здоровья и медицины. В этот день, возможно, будете заниматься своим здоровьем также. Кстати, это может быть больница. Больница, да, то есть и колокольчик нельзя. Дорога. Любовь. Два сердца. Значит, смотрите, что получается. Хорошее настроение, получение, поездка, посещение госучреждения, исполнение желания, любовь, да, то есть все прекрасно. Минус — это только тема здоровья. Но, опять же, иногда бывает просто, мы, допустим, посещаем врача, да, там, не знаю, профилактика, какие-то процедуры, выпадает тоже череп. Не факт, что это болезнь будет. Но самый главный минус — это рыба. В этот день вас могут попытаться обмануть, куда-то втянуть, да, то есть что-то вам втюхать, да, поэтому по рыбе нужно быть всегда осторожнее. Вот такая вот информация для вас. Благодарю за внимание, скорпиончики. Перехожу к стрельцам. Стрельцы. Девятое января, понедельник. События дня. Первое, что выпало, это общение с друзьями. Подарочек. Рыба. Скользкое дело. Новость нельзя. Ножницы, решение какого-то вопроса, решение дела. Застолье. Замок нельзя. Метлу нельзя. Неприятность еще есть. Ну, это как бы подтверждает рыбу. Да, то есть вот это скользкое дело, это для вас, да, вот приведет вас к неприятности. Поэтому надо быть осторожными. Скорее всего, вы не сможете избежать этого обмана. Так, получается, значит, из плюсов: общение с друзьями, подарок, застолье и решение какого-то вопроса. Это плюсики, да.
А минус, последние события выпали, да, это скользкое дело и неприятность. То есть на вот это надо обратить внимание и постараться этого избежать. Любые предложения какие-то, особенно супервыгодные, да, в этот день, нужно рассматривать, что называется, под микроскопом, потому что там могут быть какие-то детали, да, и вас могут обманывать. Нужно разбираться перед тем, как соглашаться. Ну, вот такая вот информация для вас, стрельцы. Благодарю за внимание. Перехожу к козерожкам. Так, козерожки. 9 января. Перевернулась. События дня для козерогов. Смотрим понедельник, что у вас. Луна. Луна показывает какое-то событие, которое повторяется постоянно с вами. Каждый месяц что-то может быть в этот день. Так, сейчас секундочку паузу сделаю. Все, продолжаем. Погасла свечка у меня. Встреча. Смотрите, может быть это рабочая, либо деловая. Ключик. Все в ваших руках. Да, то есть в этот день вы можете все, что запланируете, сделать. Замок. Да, благодаря ключу открываются любые замки для вас. Ну, соответственно, открываются тайны. Ножницы нельзя. Письмо. Получение документа, справки какой-то может быть. Яблоко, слезы. Слезы могут быть и радость, это не всегда горе. Тем более вот здесь я плохих событий не вижу. Горизонталь, вертикали нет. Получается, событие, которое повторяется каждый месяц будет. Будет встреча, ну это больше деловая, рабочая. Ключ, все в ваших руках, да, возможности. Дальше получение, открытие информации и слезы. Ну вот единственный, да, вот вариант, из-за чего здесь могут быть слезы со знаком минус, это вот эта тайна. То есть, возможно, то, что откроется какая-то информация, она будет не очень приятной. Ну, я надеюсь, что эта информация будет приятной, да, это будет слезы радости. Вот такие события для вас, козерожки. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к водолеям. Водолеи. Девятое января, понедельник. События дня для водолеев. У вас выпадает будильник. Вам надо быть осторожными со временем прямо с утра. Вы можете куда-то опоздать, может будильник не прозвенеть.
Так что лучше выходить заранее, да, давать немножко больше времени себе. Неприятность нельзя. Надежда. Будете надеяться, что да, вот успею. Остается только надеяться. Змея. Общение с человеком, от которого может грозить вам какая-то опасность. Конверт получения. Первая горизонталь. Дальше здесь нет гости. Может, он в гости на определенное время надо. Болезнь. Это череп часто выпадает, когда мы либо себя плохо чувствуем, начинаем, да, болеть, либо иногда выпадает, когда мы посещаем медучреждение, да, тем более змея выпала, это может быть врач, медсестра. Может быть, вы просто пойдете в больницу, да, к врачу взять справку. Могут и так проиграться. Так, и здесь нет. Значит, получается, у вас точно вам надо будет куда-то на определенное время. Вы возлагаете надежды на что-то. Гости, общение со змеей. Ну, тут я вам сказала, это может быть либо врач, либо человек по году рождения змея, либо человек, которого стоит остерегаться. Ну, тут вы уже для себя выберете, да, то есть понимая, что у вас там за день может быть, какие планы. Тема здоровья и медицины и получение в этот день. Получение чего-то. Ну, обычно это какая-то бумага, да, то есть по письму выпадает. Получение какой-то бумаги. Ну, вот такие события для вас на понедельник. Благодарю за внимание, Водолей. Перехожу к рыбкам. Рыбки, 9 января. События дня для рыбок на понедельник. Покажите мне. Луна у вас выпадает первым событием, то есть она показывает, что будет событие, которое повторяется каждый месяц. Может быть, даже вот числа совпадают. Корона. Общение с каким-то важным человеком, представитель власти, закона, госслужащий, может быть. Замочек откроется, тайна, секрет. Мешок с деньгами. Какая-то будет финансовая операция в этот день. Может быть, откроется информация по поводу денег. Здесь мешок может еще так показывать. Решится вопрос. Ножницы. Солнышко довольны. Надежда.
подарочек. Здесь нет, смотрим, теперь вертикали проверяем. Нет, 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 нет. И нет совпадений. Значит, смотрите, в этот день событие, которое повторяется каждый месяц, будет подарок, общение с важным влиятельным человеком, откроется какая-то информация, решится какой-то вопрос, финансовые операции, хорошее настроение и надежда, вера, да, то есть такой вот позитивный настрой по подсвечнику всегда идет. Так что у вас тут, видите, все со знаком плюсик в понедельник. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.